самом верхнем слое верхнего мира находился верховный бог Асладин. Он зорко следил за всем происходящим в мире. Обнаружив нарушение, быстро наводил порядок в своих владениях. Когда сердился, громы и молнии метал, наказывал виновника. Раньше армии леших много было. За разные провинности Асладин их всех, шаловливый или ласковый, все это добро разносили по бескрайним земным просторам. Семейство ветров состоит из отца ветра, матери ветра и детей. В каждом углу земной тверди стояли на страже земли и земной жизни чудо-богатыри. Они охраняли наш мир от всякого вселенского зла, и в жилище людей живет покровитель семьи Херцут. Она находится в стене дома, а по ночам, выйдя на середину комнаты, придет прямо. Если вдруг случится, что кто-то увидит это, ее деятельности не надо мешать. Тогда она будет рада, и работа ее будет спориться. Плохо, если в доме нет Херцут, потому что счастья в семье не будет. Когда люди переселяются из одной квартиры в другую, говорят: Херцут, переезжай с нами жить в новый дом. Если домашняя скотина по душе Херцут, хлев будет полон скота, а любимой лошади Херцут заплетает на загривке косичку. Она не любит, когда в семье ссорятся, живут слишком шумно. В таких случаях она покидает этот дом. Голыми руками его нельзя было трогать, могли испачкать. Люди использовали специально вышитые для этого полотенца. Спустившись на землю после тяжелого трудового дня, солнце отдыхало. Оно омывалось в чудесном озере и набиралось сил для следующего дня. В начале всех времен землю освещали и обогревали три прекрасные дочери древнего царя. Каждую ночь, превратившись в прекрасных птиц, тайком прилетали на одно чудесное озеро купаться. Однажды один весьма наблюдательный парень их подстерег и спрятал пару крыльев. Порезвившись, наигравшись, две старшие сестры превратились обратно в птиц и улетели домой. Младшая, не найдя своих крыльев, с ужасом поняла, что они похищены. И она взмолилась невидимому похитителю: если ты пожилой человек, стань мне тетей или дядей. Если моложе меня, стань мне сестричкой или братиком. А если мне ровный, то будь мне верной подругой или суженой. Сообразительный юноша выходит в укрытие, и они вместе идут спать. В какой семьи тот или иной молодой человек. Вышивка или форма одежды указывали, из каких чувашей человек: низовых или верховых, холостой или семейный и так далее. Чуваши в своих песнях поют: молодость приходит однажды, проведи ее весело и счастливо. Не только в свободное от работы время, но и во время трудовых будней молодежь по вечерам собиралась на хоровод и разные игры. В процессе игр можно было поближе узнать человека, какой у него нрав, какие способности и чего он стоит. Молодые люди выбирали себе пару. Вздремнув 3-4 часа, утром наравне со взрослыми молодежь снова принималась за работу. Трудолюбивые и мастеровые люди всегда ценились в народе. Кто не был молодым и не испытывал порывы любовной страсти и трепет перед любимым человеком? Явление любви каждый характеризует по-своему. Кого-то любовь окрыляет и возвышает,
Кто-то сгорает, опаленный пламенем любви, а третий от безответной любви страдает. Любовь еще никого не обошла стороной. Любовь вдохновляет и оживляет. Это особая, удивительная энергия, которая неизменно меняет человека в лучшую сторону. Влюбленному человеку все по плечу. Ему не страшны никакие тяготы и решения. Любовь заставляет совершать чудесные поступки и неповторимые подвиги. Когда любят двое,